Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшекшара. По традиции, коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Идет восстановление популяции исчезнувших в Абхазии 100 лет назад парнокопытных. До конца текущего года в республику завезут несколько особей горных зубров. Бадрагунба принял юного абхазского теннисиста Нестора Цушба, чтобы поздравить его с недавними успехами. Более 13 тысяч учебников будут переданы Министерством просвещения отделам образования районов. Продолжаются работы по благоустройству тротуарных зон по улице Пушкина в Сухуми. Прошло 35 лет со дня принятия Декларации о государственном суверенитете и постановления о правовых гарантиях защиты государственности Абхазии. 25 августа 1990 года Абхазия сделала важный шаг на пути к своей независимости. Согласно принятым Верховным Советом Абхазской АССР документам, Абхазия провозглашалась суверенным социалистическим государством с собственным гербом, флагом и гимном. Горных зубров завезут в Абхазию. Вопрос решен совместно с Кавказским природным биосферным заповедником. Зубры обитали в республике, но были истреблены в 1927 году. Идея возродить в нашей стране популяцию этого вида парнокопытных пришла к депутату Резу Зантария, который в течение года ведет переговоры с Минприроды России по этой теме. И вот проект близится к завершению. До конца года планируется завести около 2-3 особей. А Элита Арутюнян расскажет детали. Псхо-Гумистинский заповедник, как и остальные заповедные территории, призван защитить флору и фауну Земли, сохранив ее первозданное богатство. Зубров в республике планируют завести из Кавказского биосферного заповедника, где они уже обитают в естественных условиях. Проводили переговоры с Минприроды и экологии России, составили комплексный план или дорожная карта, подписали. И вот по ней мы попунктно сейчас стараемся реализовать их в жизнь. Проект будет называться «Проект по реинтродукции зубров в Абхазии». Тему реинтродукции зубров в Абхазии обсуждают в течение последнего года. Зубры обитали в республике, но были истреблены в 1927 году. Идея восстановления их популяции принадлежит депутату парламента Резу Зантария. И вот после переговоров с Минприроды России по этапной реализации проекта уже к концу года планируют завести 2-3 особи. Здесь в этом году будет установлена охрана не так, как было. Было неплохо, но сейчас должно быть лучше, поскольку 5 единиц штата нам по нашей заявке выделили, и охранные мероприятия будут здесь усилены. Если, не дай бог, кто попадется, то, как раньше, просто административным штрафом здесь не отделаемся. Здесь будет пахнуть обязательно уголовной статьей. Животным будет легче адаптироваться к условиям Абхазии, ведь здесь мягче климат, а также присутствует хорошая кормовая база. Кроме того, в наших лесах естественных врагов у зубров нет. Наша задача всех контролирующих структур, которые завезут, в общем, всей этой цепочки, связанных с этим событием, с этим проектом людей, создать им максимально спокойные условия для развития, для существования. То есть охрана территории на первом этапе будет полувольерное, скорее всего, содержание для того, чтобы животные привыкли к местности, привыкли к тому, чтобы возвращаться постоянно к определенной точке на докорм, который им привычен в местах, откуда их привезут. Затем постепенно они будут осваивать местную растительность, расширять свою кормовую базу, и даст Бог с общей нашей помощью и нашими возможностями и стараниями они найдут для себя, вернуться, вернее, в лоно исторически их родины и размножатся. В рамках программы по восстановлению популяции зубров животных планируют поселить на территории Гумистинского лесничества Псхо-Гумистинского заповедника на площади 13,5 тысяч гектаров. Условия для этих животных здесь весьма подходящие. Здесь фактор беспокойства будет минимальный,
лесничество немножко в стороне от основных туристических и, так скажем, рекреационных маршрутов. Место довольно труднодоступное и легко контролировать подъезды к нему. В этом плане вот это место, так скажем, негласный конкурс выиграло. Внутренний, так скажем, конкурс. Ранее Резу Зантария занимался интродукцией в Абхазии благородных кавказских оленей, которых тоже не стало из-за браконьеров. Удалось несколько лет назад завести в республику оленей из ростовского и кавказского заповедников. Олени прижились в Абхазии, за ними следят, подкармливают, их осматривает ветеринар. Они здесь размножились, их популяция, численность их увеличивается, и со временем надеемся на то, что они будут выпущены в естественную среду для того, чтобы, если здесь немного подкармливают, то они в природе должны вести свободный образ жизни. Здесь кормовая база предостаточная, и чтобы они смогли выжить и зимой, и летом, что ли, скажем так. Саверий Читанава рассказала о ситуации с самшитом, основная популяция которого в Абхазии погибла из-за вредителя – самшитовой огневки. К счастью, под пологом некогда самшитовых насаждений продолжается возобновление, заметны молодые всходы. Ввиду того, что семена самшита сохраняют схожесть в течение от 3 до 5 лет, вот семена, выброшенные из коробочек в 2015 году, 2014, 15, 16 году, от 3 до 5 лет они не сгнили, и, возможно, благоприятные условия сложились, и где-то в 19-20 году они взошли. Вот эти всходы молодые, это им 4-5 лет. То есть по времени соответствует тому, что в литературе описано, понимаете? Схугоместинский заповедник крупнейший на территории Абхазии. Он располагается в горной части в центре республики, севернее Нового Афона и Сухума. Каждый вид животных уникален и неповторим по-своему и имеет право на существование. Поэтому природу со всеми ее обитателями необходимо ценить и уважать. А Элита Арутян, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Бадра Гунба принял юного абхазского теннисиста Нестора Цужба, чтобы поздравить его с недавними успехами. Президент выразил гордость за достижения молодого спортсмена и подчеркнул важность спорта для популяризации Абхазии на международной арене. Нестор Цужба рассказал о своих выступлениях и тренировках и передал президенту книгу с дарственной надписью от Бориса Собкина, заслуженного тренера России, который воспитал многих знаменитых российских спортсменов. Нестор Цужба является членом сборной России до 13 лет, абсолютный чемпион 2 международных турниров серии «Теннис Европ» в Австрии и Люксембурге, завоевал титулы в одиночном и парном разрядах. Дорогой наш Нестор, рад тебя видеть. Мы переживали за тебя, ты не подвел. Я считаю, что несмотря на твой юный возраст, ты очень титулованный, перспективный молодой человек, который и дальше будет популяризировать нашу страну далеко за пределами. Именно спорт, культура – и это те направления, которые очень часто звучат в рамках международных спортивных мероприятий, культурных форумов, где наши граждане, в том числе такие юные, как ты, достойно представляют нашу страну. Спасибо тебе за твой труд. Я знаю, что это очень тяжелый процесс, это очень непростое направление. Когда ты играешь в команде, это наверняка попроще. А когда индивидуальный вид спорта, это накладывает и особую ответственность. Ты все это преодолел, ты сегодня с гордостью можешь говорить о том, что очень достойно представляешь нашу страну. Желаю тебе и дальнейших успехов в рамках твоей спортивной деятельности. Мы обязательно от имени, от лица государства будем поддерживать таких талантливых ребят, как ты. Практически на турнирах каждый матч очень тяжелый, где надо настраиваться прямо по полной и что-то придумывать в матче, там, искать по-другому, как можно сыграть. Постоянно надо придумывать новую тактику игры
в основном в игре. Очень сложно, особенно когда проходишь дальше в полуфинал, финал, что там попадаются вот прям топы игроков из разных стран. И так типа самые сильные, а потом дальше еще сильнее и сильнее с каждым разом. Самое главное, ничего не было бы, Бадр Зурович, если бы вы нас не поддерживали. Спасибо вам огромное. Да, спасибо. Потому что дать шанс, чтобы проявить себя, это, конечно, многого стоит. Все в России, он играет за сборную России, один из лидеров сборной России, но все прекрасно знают, откуда мы. Все прекрасно знают, кто за нами стоит. И мы уверенно можем говорить, что когда надо, мы выступим не хуже остальных, если не лучше. Вам за это огромное спасибо. Такая поддержка, это все чувствуется. Чувствуется на расстоянии, чувствуется, когда мы здесь, чувствуется, когда мы сюда приезжаем. Все, как хорошо говорят. Вот как хорошо, что вот так вот все происходит. Тот труд, те решения, которые вы принимали, не просто так сорваться, да? Приехать, жить в другую страну для того, чтобы мальчик, талантливый мальчик достиг успеха. Я думаю, что наверняка, столкнувшись с определенными сложностями, многие, наверное, не решились бы. А вы реализовали это, вы дали Нестору возможность реализовать свою мечту и стать большим-большим спортсменом, который придет время, я уверен в том, что он именно под абхазским флагом будет представлять нашу любимую страну. Так что спасибо вам большое. А все, что необходимо, будем по мере возможности оказывать содействие и решать. Я бы тоже хотел бы преподнести Нестору символический подарок. Нестор, пусть это стоит у тебя на полочке и напоминает, во-первых, твое происхождение, твою родину и тех людей, которые закладывал основы для нашей современной государственности. Поздравляю тебя. Более 13 тысяч книг по истории Абхазии, абхазскому языку и литературе, русскому языку и окружающему миру будут переданы Министерством просвещения отделам образования районов. И это только первый этап в программе Минпроса. До 15 сентября ученики получат все учебники, которые издаются в стране. Также дети из малоимущих и многодетных семей получат школьную форму. Гунда Шоуа расскажет подробности. Министерство просвещения республики приступило к реализации масштабной ежегодной акции по обновлению образовательной базы и поддержке школьников. В рамках программы более 13 тысяч экземпляров учебников по 30 ключевым предметам. История Абхазии, абхазскому языку и литературе, русскому языку и окружающему миру будут переданы в фонды библиотек столичных и районных школ совершенно бесплатно. Кроме того, переиздан учебник русского языка для учащихся 5 классов. Надеемся, что и наши школьники в первую очередь будут ценить наши учебники, которые мы им передаем, потому что эти учебники, которые будут числиться в библиотечном фонде школ, они передаются безвозмездно, бесплатно, то есть передают, потом они возвращают в школьные библиотеки для последующих передач следующим школьникам. И в связи с этим, конечно же, здесь нужна и большая помощь и учителя, и самого ученика, что надо беречь учебники. Не так легко они издаются, потому что в зависимости от запрашиваемых, так скажем, на имя Министерства просвещения ежегодно приходят в конце учебного года потребностей. Исходя от этих потребностей, Министерство просвещения составляет перечень, который сегодня будет передаваться отделу образования районов и городов республики. Особое внимание уделяется поддержке социально незащищенных категорий населения. Дети из малоимущих и многодетных семей получат не только учебники, но и новую школьную форму. Эта мера призвана снизить финансовую нагрузку на семьи и обеспечить всем детям равные возможности. В этом году особое внимание было уделено учащимся школ-интернатов, но планируется расширить программу, охватывая все больше учащихся и образовательных учреждений. В этом году около 500 комплектов для мальчиков и девочек школьной формы было завезено Министерством просвещения, которые также будут переданы отделам образования в зависимости от
заявок, которые были сделаны. Конечно же, нужно осознавать и понимать в том, что все потребности не были закрыты, но мы стараемся ежегодно, из года в год увеличивать это количество комплектов, которые завозятся. Мы надеемся, что в следующем году это количество будет увеличено. Реализация данной программы – важный шаг в развитии системы образования нашей страны. Инвестиции в образование подрастающего поколения являются приоритетным направлением государственной политики, способствующим формированию интеллектуального и культурного потенциала республики. Кундашова, Ахра Амичева, Абхазское телевидение. ПСВ рассказал, как защититься от дроперов. Что делать, если на карту поступили деньги от незнакомца? Дроперство или вовлечение людей в обналичивание и перевод незаконно полученных денежных средств. Схема проста. Деньги, похищенные у граждан или организации, зачисляются на карту дропера. Далее он снимает их или переводит по указанию преступников, оставляя себе небольшой процент. Нередко в такие схемы втягивают обычных людей, обещая легкий заработок за предоставление карты. Но за видимой простотой скрывается уголовная ответственность. ПСБ напоминает, неожиданный перевод – это не повод для радости, а сигнал для проверки законности поступления денег. Всегда проверяйте перевод в мобильном приложении или в интернет-банке, не снимайте и не переводите деньги, даже если настойчиво будут просить вернуть денежные средства обратно. Чтобы обезопасить себя, не давайте данные своей банковской карты или доступ к онлайн-банку третьим лицам. Всегда проверяйте назначение всех зачислений. Также никогда не соглашайтесь, если злоумышленники будут просить вас подзаработать с помощью переводов. Отказывайтесь от любых предложений помочь с переводом и также перевести другим лицам денежные средства. При подозрительных операциях, пожалуйста, незамедлительно звоните на горячую линию банка и также обращайтесь в полицию. ПСБ напоминает, неожиданный перевод – это не повод для радости, а сигнал для проверки законности поступления денежных средств. Незнание происхождения средств не освобождает от уголовной ответственности, и своевременное обращение на горячую линию банка, а также в милицию может защитить ваши финансы. Продолжаются работы по благоустройству тротуарных зон по улице Пушкина в Сухуми на отрезке между проспектом Аяйра и улицей Лакоба. Следующим этапом планируется благоустройство тротуара между улицами Арзенба и Гулия до Ботанического сада. Здесь также готовятся к масштабной высадке деревьев. Идет благоустройство тротуарных зон по улице Пушкина. Значит, сейчас на отрезке между проспектом Мира и улицей Лакоба. И на противоположной стороне мы эти работы тоже будем проводить. Следующим этапом планируем от улицы Арзенба до улицы Гулия, то есть до Ботанического сада. Таким образом, вся улица Пушкина, все тротуарные зоны у нас будут благоустроены. Замена кабельной продукции была произведена. Сейчас укладка тротуарной плитки, значит, выделение зеленых зон. Да, пришлось удалить 3 гималайских кедра, которые по заключениям экологов были уже в аварийном состоянии, так скажем, корневая система которых разрушала инфраструктуру, тротуарную зону, в том числе корневая система проросла под фундамент 10-й средней школы, что недопустимо. После благоустройства тротуарных зон здесь будут высажены деревья взамен удаленных деревьев. На этой улице много деревьев, которые также в аварийном состоянии, но тем не менее взамен каждого удаленного дерева будут высаживаться новые. Хотел бы отметить, что в 2026 году мы уже включили в перечень мероприятий посадку 500 новых деревьев. И каждый год будем продолжать озеленение города, так как город у нас зеленый, но есть очень много парков, скверов, где деревья нуждаются в обновлении.
Поэтому озеленение города у нас ежегодно будет в больших масштабах. Пользуясь случаем, хотел поблагодарить предпринимателей, которые откликнулись на нашу просьбу. То есть все эти работы проводятся за счет предпринимателей, наших друзей. И в нижней части улицы Пушкина, и в верхней части, за что им большая благодарность. В первую очередь у нас задача, приоритет – это пешеход, и поэтому новые тротуары и новая концепция. Мы рассматриваем новые подходы, и сейчас на пересечении улиц Аяйра и Пушкина мы пересматриваем пешеходный переход и, в принципе, всю инфраструктуру пешеходно-тротуарную. Здесь по принципу тактического урбанизма мы применили временно столбики, которые вот за нами, вот эти вот яркие столбики, они у нас временно, мы будем наблюдать, как будет работать потоки пешеходные, транспортные, как они будут пересекаться между собой. Пронаблюдаем какое-то время и откорректируем уже в будущем вот этот узел транспортный. Для нас в приоритете, конечно же, это пешеходы и безопасность школьников, и поэтому мы пересматриваем пешеходные переходы на данном участке, которые мы будем в дальнейшем применять по всему городу. То есть у нас концепция «Безопасный город», город для людей, для пешеходов в первую очередь. 30 августа на столичном стадионе «Динамо» состоится дебютная игра команды «Апсны» в медиалиге. Они встретятся с футбольным клубом «Чертаново». Формат медиалиги во многом похож на Кубок России по футболу, где есть 2 дивизиона. В верхней сетке играют 8 лучших команд, отобранных по спортивному и медийному принципу. В нижней сетке выступают претенденты. Это либо новые команды, либо те, кто давно участвует в турнире, но уступает по уровню игры и медийности участников верхней сетки. Игры в каждой сетке проходят по системе на выбывание. Первые несколько раундов состоят из 2 матчей между одними и теми же соперниками, а начиная с определенной стадии победитель определяется по итогам одного матча. Чтобы абхазская команда смогла претендовать на победу в медиалиге, необходимо выиграть нижнюю сетку и затем побороться за чемпионство в верхней. Игроки нашей команды очень надеются на поддержку болельщиков. Матч начнется в 20 часов. Вход свободный. Завтра Абхазия отметит 17-ю годовщину признания независимости Республики Российской Федерации. В столице пройдут праздничные и памятные мероприятия. По традиции начнутся они с церемонии возложения цветов к мемориалу погибших в парке Славы в Сухуми. Цветы также будут возложены к могилам первого и второго президента Владислава Арзенба и Сергея Багапш. Днем в Русдраме состоится торжественное открытие музея Фазили Искандера. А ровно в 8 часов вечера на Театральной площади начнется праздничный концерт. А в завершении выпуска расскажем о погоде. 26 августа в Абхазии временами ожидаются локальные осадки, возможно гроза. Температура воздуха ночью 17-22, днем 21-26 градусов тепла. Температура морской воды плюс 27 градусов. На этом информационный выпуск Камшикшара подошел к концу. До новых встреч. До свидания.